палитра это постоянная вещь. Это постоянная вещь. Мы берем палитру. Сколько нам нужно краски и какой мы наносим на палитру. Правильно? То есть это как любой художник делает, как любой, при любом способе, как говорится, при живописи и так далее. При любом способе мы наносим на палитру краски. Эта палитра у нас будет для того, чтобы мы могли смешать оттенки, правильно? Смешать оттенки. И вот смотрите, что будет происходить. У нас получается, что у нас есть цвета уже, или мы придумали, что у нас будет, да, какие цвета. У нас есть цвета, и у нас есть или мысли какие-то у нас есть, да, и мы сделаем то, что в этом нашем рисунке, да, мы ищем, или же по рисунку наносим, да, их по рисунку. Смотрите, мы можем использовать любые, вот как я говорил, да, штампы, любые способы как бы нанесения этой краски мы можем использовать, в принципе, вот, в этом ничего такого нет. То есть, как бы игра без правил, можно сказать. Желательно только, когда мы рисуем по этой форме, желательно не давать толстый фон, толстый слой этой краски. Почему? Сейчас скажу. Потому что при этой печати у нас получится слишком сильное расплывание. Нам нужно его уменьшить. Будут какие-то невообразимые расплывчатые формы иначе будут. Вот смотрите, я и так наношу. Смотрите, могу тампоном наносить. В данном случае я использую тут уже и кисть, и кисть использую, так, где у нас вот эта красочка. И кисть использую, и палец использую, и я говорю, можно тампон, можно взять, можно взять вот таким образом можно делать. То есть это такой свободный способ, который не говорит о том, что нужно какое-то правило прям использовать, прям правило. Вот, а наоборот, придумывать, наоборот, изобретать, чтобы потом удивиться, что получилось. Может быть, получилось не то, что хотелось, может быть даже. Но это такое бывает, потому что монотипия, она иногда непредсказуемая вещь из-за из-за связи своей с печатью. То есть мы стараемся надавить, то, что я говорил про фактуры, да, надавить на форму, покрытую краской, надавить, да, и при этом надавливание, естественно, может получиться, неожиданности разные получиться. То есть какие-то, если хотите, чудеса, а может быть неприятные неожиданности, я даже не знаю, может всякое получиться. То есть смотря как вы наносите краску, понимаете, смотри как вы видите, то, что вы... Видите, у нас уже цветы вот тут где-то вот есть. Если краски где-то нет, значит там будет белая бумага. Это тоже надо понимать, потому что у нас фон пока, вот видите, я сейчас фон пока не раскрыл, фон, вот, а фоны могут быть тоже или нанесены кистью, или вот придумана фактура какая-то на этот фон. То есть это полное изобретение ваше. Вот что. Ну, для того, чтобы, конечно, рисовать какой-то сложный сюжет, нужно уметь рисовать вообще, первоначально. Я понимаю, что это как бы способ, когда уже используют это в основном те, кто уже рисовал, рисует какие-то формы, какие-то свои
значит, картины. То есть он, конечно, это надо просто рисовать еще уметь. Это не так, чтобы любому подойдет, но подойдет для того, чтобы, может быть, сделать это свободное монотипие, можно сделать более, ну, такую строгую, что ли, строгий оттиск. Ну, например, уменьшить цвета, во-первых, это как бы первый случай. Уменьшить цвета, ну, чтобы палитру уменьшить, да? Сузить палитру, так называемую, да? То есть сделать из не многоцветное изображение, да, а, допустим, из 3-4 оттенков. Там уже, я думаю, легче будет сделать какую-то работу. То, что мы делаем сейчас, это мы делаем по сюжету, который имеет много цветов. Понимаете, много цветов. Вот. Но ведь есть сюжеты, где не обязательно много цветов. У нас же сейчас зима, например. Зимой более скромные палитры в природе, я имею в виду. Вот. Можно же это тоже посмотреть и подглядеть как бы в природе, как художник делает. Вот. И выбрать меньшее количество. Располагаю я свободно. Почему? Потому что даже когда при способе вырезания графики, при способе вырезания, даже тогда художники советуют не рисовать каждую линию вырезания, каждую линию не рисовать, а рисовать только как бы общий антураж, пятна только рисовать. И после нанесения этих пятен резать линии. Понимаете, как получается? То есть есть такой профессиональный совет, когда не нужно специально каждую линию вырисовывать, а дать свободу себе, дать свободу, ну, какой-то этап вот этот свободный, чтобы вокруг как бы этого сюжета своей рукой создавать, ну, немножко интерпретацию, если хотите. То есть монотипия, например, она вообще точно не может ничего передать. Если вы хотите прямо очень точно, фотографично что-то сделать, то, я думаю, не тот способ. Это способ больше знакомства именно с самой ситуацией печати. Как бы сама печать должна нам показать себя. Она должна показать, что это радость печати, радость, это интересно, печатать что-то. Вот что она показывает, этот способ. Так, посмотрите, у нас цветы как бы в неких пятнах существуют уже. В неких пятнах. У нас нет фона. Если мы сейчас так вот оставим, то, конечно, будут рваные такие, как бы, белые, много белого и только цветы. Видите, да? То есть краску, смотря сколько вы краски нанесете, столько и будет изображение, получается. Поэтому мы можем продолжить с фоном. Мы можем продолжить с фоном. Дать немножко нам туда еще оттенков на фон. Можем, пожалуйста. Можем его сделать, ну, таким непростым. Можем его как-то какими-то вот такими способами. То есть сам способ нанесения, он тоже зависит от опыта владения кистью, что ли, да? Кистью или другими. Я говорил уже, что можно штамп использовать, различные там размазывания какие-то, да? У нас еще немножко не хватает, знаете чего? Не хватает самого еще разбавителя или масляных каких-то, значит, ну, как бы разбавительных мест, потому что разбавитель он тоже дает то ли такой слой, ну, как бы тонкий слой он тоже дает. Вот, мы можем вот так.
Это называется «отойдите те, кто хотят очень большой точности». Тут, конечно, можно и нанести линии. Сейчас, видите, я сейчас делаю как бы большие отношения, большие пятна, так называемые, как говорят художники, большие. То есть основные как бы раскрытие фона там и так далее. А тонкие вещи, да, тонкие вещи, конечно, применяйте. Ну вот, тонкие вещи применяйте. Другой инструмент, может быть, вам нужна линия, я не знаю, вам нужна линия там, я не знаю, вот так. Вам нужна там какой-то обводка, да, как говорят, да, ну то есть вот контуры какие-то нужны, пожалуйста, тогда применяйте уже применяйте меньше размером кисть или. А почему мы, вот чтобы контур сделать, да, почему мы не приклеили здесь, например, клеющуюся бумагу? В принципе, можно это сделать. Можно, смотрите, у нас есть возможность какая. Видите, вот у меня есть фон, да? Мы можем, вот, да, мы можем рисовать просто на фоне. Мы можем просто удалять что-то. Да. Нет, можем. Я имела в виду. Я понял, да, я понял. Можно, видите, это изобретение. Первый раз такое слышу, это хорошо же было бы. Действительно, можно было ограничить. Да, и все сделать сразу, чтобы не попадать в эти уголки. Потом снимаем наш этот самый, и получается у нас ровный типографский оттиск. Конечно, мы всегда так делаем. Так я вообще никогда первый раз слышу. Вот здорово же. надо было мне. Вот вам надо было это заниматься, правильно? Вот. Я же это уже занимаюсь. Все. Вот был бы вот этот вот момент, как бы законченности, да? Края были бы. Да, сразу контур был бы. Татьяна Михайловна, принесите. Несите скотч. Вот так. У нас на ходу Сейчас. предложения такие существенные. Сейчас. Раньше отныне будете делать так. Все, я закрываю фирму, все, передаю бразды правления, потому что я чувствую все, я отстал от жизни. Еще у меня вопрос. Вы воду вовсе не использовали? Дело в чем. Это не высохнет, пока вы до Вот конца... дело в том, что почему я говорю про такие вот краски, масляные именно, да, или типографские, потому что они не на воде. Вот, есть акрилы, есть другие водяные, да, сейчас новые краски. Их можно использовать, но надо... Я это как наводящий вопрос, я это знаю. Просто вы говорите... Дело в том, что это долго не сохнет. Правильно. То есть можно это использовать для печати лучше. Вот. Если краска высохнет быстро, Вот. например, вот акриловая или какая-то другая, да, она не даст этот оттиск. Она просто высохшая уже будет. Там будет голое место. Ну, на бумаге я имею в виду. А здесь, в этом случае, можно долго варьировать этот рисунок. Можно менять, можно стирать. Значит, как-то его, ну, я не знаю, вот, наверное, есть у всех пластилин цветной, но тоже можно пластилином что-то вот так вот менять, да, то же самое здесь. Можно менять, цвета менять и вытирать что-то не понравилось совсем, смыть как бы, да, с доски, получится, что вы долго можете работать над этим вот своим произведением, да, долго, то есть достаточно долго, пока не высохнет краска. Вот, Не так, не так. Вот так, вот так. Не так. По краю. Нет. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Мы это берем. Это такая существенная придумка. Это продолжение наших этих технических возможностей. А скотч зачем? Скотч он необходим в этом случае, поскольку мы сразу делаем гаранту, сразу делаем багет, как бы, да? Ну, да, изображение выйдет из краев сильно, но оно при печати расплющится все равно, ну как-то будет это все. будет чисто. Какое-то окно будет, да. Это чисто будет. Более чистое окно. Да. Можно, конечно. Мы это вот так делаем. Потому что вы фон можете заполнять сколько угодно и как угодно. Да, можете выходить, не попадать вот так на границу. Есть иголка? Иголка? Иголка Ну, есть. что-нибудь. Ага. Сейчас. Сейчас, вот, ножницы есть. Вот, я просто не Ножницы, вижу. Татьяна Михайловна, ножницы. Не надо.
Никогда в жизни не догадался. Вот, давайте. Ничего страшного. Это было уже. Вот возьмите. Это уже 8. Иголочка. Угу. Спасибо. Вот у меня.